Здравствуйте, меня зовут Исенгалин Нурмухамед. Тема моей научной работы – участие казахов в войне 1812 года. Вынужденное решение Наполеона. В 1812 году Наполеон вторгается в Россию. К такому решению его принуждает агрессия Александра I, который еще в 1811 году хотел напасть на Францию. Но в последний момент его союзник король прусский струсил. В 1812 году до 4 июня начинается русско-французская война. Наполеон переходит немец с почти 400-тысячным войском, тем самым разрезая армию Барклая и Багратиона. Александр, испугавшийся динамикой событий, посылает предложение вывести войска, но Наполеон соглашается. Александр не отвечает на это письмо. Кутузов решает провести следующее генеральное сражение. Сначала Барклай выбрал местом следующего генерального сражения Царево Займище, но Кутузов его перемещает на Бородинское поле. 7 сентября начинается Бородинское сражение. После ожесточенных стычек обе стороны прекращают огонь. В этом сражении Наполеон теряет 30 тысяч солдат, а Кутузов 55 тысяч. Сражение Москвы и отступление. 14 сентября Наполеон входит в Москву. Там дожидается мира от Александра, но не получив его, отступает обратно. 22 ноября он добирается до реки Березина. Там он узнает то, что генерал Домбровский потерял переправу через Березину. Начинается Березинская операция по спасению французских войск. По итогам этой операции было спасено 40 тысяч французских войск. Переходим к главной теме этой работы – участие казахов в войне 1812 года. Сами казахи не формировали отдельные корпуса, они участвовали в войне в составе башкирских, тептярских и казачьих войсках. Тому примером послужит Казыбай, чье имя после принятия христианства поменялось на Николай Чарныш, и представитель младшего жуза Жакоб, чье имя Яков. Имена сражавшихся казахов в сражении 1812 года и не только сохранились. Имена казахов такие как Амин Байбатурулы, Сотник Юмашев, Николай Черныш, Бектимир Кулкин и так далее. В романе «Доказательства о участии казахов в войне 1812 года». В романе «Дикая дивизия» рассказывается о участии казахов в Первой мировой войне. Доказательства участия казахов в войне 1812 года в одной статье приводится роман «Дикая дивизия». Но там рассказывается о событиях Первой мировой войны, а также не стоит принимать роман за исторический документ. Есть также другие доказательства участия казахов в войне 1812 года. К примеру, художник Орловский написал картины «Киргиз на лошади», а также есть картина «Сражение на Березине» немецкого художника Петра фон Гесса, где также изображены степные всадники, сражающиеся против французов. Участие казахов в сражениях. На войне 1812 года 4 казачьих войска, отличившихся в Тарутинском сражении, были под командованием крещенного казаха Николая Черныша. Байсакайл Майлыбайулы, Каранбай Сандагулы, Ерша Заматулы, Боранбай Шушабайулы и другие приняли сражение в Бородинском сражении. Яков Бельков принимал участие в русско-турецкой войне и получил награду из рук Кутузова. Полк, которым командовал Жакоб, сражался под Лейпцигом, Веймаром, Ганнау и другими городами, однако погиб сам он под Парижем. Хочется также сделать быстрый вывод о том, что в войне 1812 года принимали участие казахи, проживавшие на российской территории. И число их было довольно малым, а если быть точным, 1226 человек, которые в основном атаковали отступавших французов. Да и сами эти казахи росли в казацких и русских обычаях. Тому подтверждением явится биография Николая Черныша.